Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Prime. Мене звати Айдар Мождабаєв, і сьогодні ми говоритимемо з дуже цікавою людиною, з колишнім депутатом Російської державної так званої Думи, єдиним, хто голосував проти окупації Криму. А зараз він громадянин України і людина, яка намагається допомагати і Збройним силам України, і політично допомагати створенню реальної російської опозиції, яка дієво буде допомагати ЗСУ, а не просто говорити безкінечно, як вони люблять. Це, як ви, напевно, вже здогадалися, Ілля Пономарьов. Доброго дня. Добрий день, Ілля. Я дуже рідко когось там хвалю з політиків, навіть колишніх, навіть там будь-яких, у принципі. А тобі я хочу сказати одне. Ти правильний курс обрав. Я бачу, як бісяться так звані хороші русські, деякі, які не хочуть маратися, як вони думають, о підтримку України. Хочуть болтати, говорити далі, але далі вже так не вийде, як раніше. Бо є приклад того, що людина, колишній громадянин Росії, і людина, яка була політиком Росії, і твої друзі, які тебе підтримують, ви просто допомагаєте армії і все. А все інше – це вже так, знаєш, додаток до головного. Я дякую за те, що ти обрав такий. Дякую тобі. І це, на жаль, правда. Вони ненавидять мене більше, ніж Путіна. Але ми рухаємося вперед. Я перейду на мову ворога, на трофейну, щоб в тому числі заохочувати людей, які живуть у Росії або поїхали з Росії, не знають, як допомагати Збройним силам України, щоб вони теж розуміли, про що ми говоримо. Хоча я знаю, що ти українською володієш уже. Це теж великий плюс тобі, як особистості. Вот и объясни, пожалуйста, удивленным зрителям телеканала ТР, почему это Илья Пономарев ненавидим российской антипутинской оппозиции больше Путина. Что это за такой дурдом? Все очень просто, потому что без моего существования и вообще без существования россиян, которые воюют реально на фронте, заслуженные борцы, российской по всему миру, но они продолжают, соответственно, свою линию, никаким образом ее не меняют, там ездят на разные форумы, на разные встречи и так далее. В общем, безальтернативны тем самым. А в условиях того, когда видно, что существуют те люди, которые воюют на фронте, возникают реальные вопросы, да, а вы почему не там, почему вы не помогаете, почему вы говорите, а не действуете, и тут, конечно, неудобно получается, и поэтому существование таких людей – это, конечно, вызов. И ко всему прочему еще есть и такой, скажем, шкурный интерес, да, политический, что подавляющее большинство российских так называемых лидеров оппозиции на Западе, они просто ждут, когда Украина победит, после чего западные правительства скажут, кто-то же должен править этой территорией. А кто еще? Вот они. И идите и царствуйте. А в ситуации, если побеждают люди, которые воюют на фронте, среди них есть россияне, то уже никто никого на царство не позовет. Потому что тот, у кого есть винтовка, тот и будет владеть властью. И это, конечно, тоже предмет для такой дружной ненависти. То есть они, видя усилия людей, которые занимаются военным делом и помощью, понимают, что в таком случае они, в общем, выпадают из поля зрения как реальной политики. И тем не менее, мне всегда было очевидно, что это вообще единственный путь для того, кто вообще хочет говорить, что он просто в каком бы то ни было виде российской оппозиции. Но после 22 февраля, просто другого пути, нет совсем никакого, да. Тем не менее, руками, ногами, как алкоголик, которого в бобик грузит, однажды в детстве видел в Тамбове, как алкаша грузит в бобик. И он, звездой руки-ноги растопыривает, а там дверь маленькая, и, он мешает им туда затащить, как морская звездочка, я не знаю, снежиночка. Они также упираются и выглядят все смешнее и смешнее на самом деле.
Вот скажи мне, а кто из так называемых хороших русских, которые вроде как против Путина, кто категорически, какие силы, какие персоны, чтобы нам просто в Украине разбираться, категорически против Легиона Свободной России в составе ЗСУ, категорически против и агитирует против поддержки украинских вооруженных сил и русских граждан подразделений в их составе? Ну, смотрите, существует на самом деле два магистральных течения сейчас, если говорить политически в оппозиции. Есть люди, которые по-прежнему стоят на позиции разнообразного ненасильственного протеста, участия в выборах, воздушных шариков, значит, и белых ленточек. Ну, среди них такие фигуры, как Максим Кац, например, или мой однофамилец Лев Пономарев, или там один из лидеров муниципальных депутатов, я бы так сказал, оппозиции на лавочках, да, то есть мы так обычно называем, Юлия Галямина, остающаяся в России. Ну, вот эти люди говорят о том, что просто главное, чтобы не было никакого насилия. Их любят подсвечивать там «Эхо Москвы» и классические либеральные медиа, там «Дождь», «Медуза», «Новая газета» и так далее. Это такая вот там тусовочка. Есть другая часть, которая уже говорит про то, что да, силовое сопротивление – это, по крайней мере, там новый фактор, который нужно признавать. И здесь вот там, к моей позиции в последнее время активно присоединился Гарри Каспаров, но он всегда занимал радикальную позицию. Вот, и на последнем форуме, который у них был в Эстонии, там, наконец, это было зафиксировано на бумаге. Там, меня год туда не пускали, как по этой самой причине говорить про силовую историю. Но в итоге убедились, что тут это правда. Мы пожали друг другу руки, забыли все вот эти самые разногласия. И я это очень рад. Есть еще там, значит, Михаил Ходорковский, который сидит на заборе и никак не может определиться, он с умными или с красивыми, потому что, с одной стороны, значит, силовое сопротивление, да, ну, как умный человек, а поддержать Украину в явном виде ему там что-то не позволяет. Он считает, что все равно это там вражеская армия, да? Армия, которая воюет с российской. И он именно воспринимает ее как вот как там у Шендеровича было, да, то, что ну, сейчас мы как бы вроде как союзники тактически, да, то есть, ну, до первого поворота, дальше разойдемся. И поэтому вот ему даже проще сказать, что он там готов Пригожина поддержать, но не российские батальоны на фронте. Я его все время уговариваю, что давайте вот в явном виде скажем, вот Легион, вот РДК и так далее. Но он никак, соответственно, не получается сделать вот этот вот последний шаг. Хотя думаю, что рано или поздно он его безусловно сделает. Ну вот, собственно, между вот этими двумя лагерями на самом деле все и происходит. Но есть еще группа Навального, надо сказать, она занимает особую позицию. Их позиция довольно цинична. Они, понимая, что силовая история нужна, но не имея никакой возможности в ней участвовать, поскольку с Украиной они давно побили горшки своими там не бутербродами и так далее. Поэтому они занимают такую позицию, что просто всего этого не существует. Что вот ты, Пономарев, там просто делаешь вид, что существуют эти партизаны, что существует это сопротивление. На самом деле это просто переодетые украинцы, которые нацепили себе что-то на рукав. Вот ты же сам в пиджаке здесь сидишь в эфире, а не с автоматом на фронте. И вообще, где ваши погибшие? Вот когда мы увидим там массовое количество там погибших русских легионеров, вот тогда мы в это поверим. А пока мы в это не верим. И как бы они не критикуют то, что это нужно, но просто говорят, не ходите туда, это ложь и обман. На самом деле еще хуже позиция, мне кажется. Да, тут все такое невкусное, что даже сложно сказать, что невкусней. Скажи мне, тогда давай поговорим о тех людях, которых ты знаешь, о которых можно говорить из состава Легиона, из состава РДК, там, просто о ком, кто публичный, о ком можно рассказать, кто реальные люди. Ну, смотри, то есть с РДК все гораздо проще, потому что это люди, которые всегда были в радикальной политической тусовке, большая часть из них
давно живет в Украине, у них все мосты сожжены, поэтому они, что называется, с удовольствием делают селфи во время военных операций, друг друга показывают, и вся эта группа, она публична, поэтому здесь меньше вопросов относительно того, существуют они или нет, но зато к ним много вопросов относительно их политических взглядов, что вот они, значит, ультраправые, и типа зашквар, 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 хотя, конечно, при том, что хорошо известно, что мои взгляды, например, левые, и сторонников там Дениса Капустина, когда был в России, у нас были потери в прямом смысле слова с двух сторон. Там ФА и Антифа там друг с другом дрались. Но сейчас, я считаю, у нас общий враг, поэтому это все победа, значит, будем говорить. А сейчас надо драться с Путиным, это зло существенно более высокого порядка. В случае с Легионом, несмотря на то, что легионеров там намного больше по численности, но, тем не менее, это люди, которые присоединились во все это движение недавно, и у них у многих там родственники, связи в России, соответственно, это все потенциальные заложники, и поэтому они ходят с закрытыми лицами, и в силу того, что это такое системное подразделение, у них нет мобильных телефонов, они, соответственно, ходят в бой не для этого, и поэтому, соответственно, это и дает возможности говорить, вот, а сколько вас там на самом деле и как верифицировать этих людей, а каждая попытка верификации – это как раз создать для них физическую угрозу, просто опасности, поэтому, когда либеральные журналисты занимаются попытками выяснить про настоящие имена, откуда они есть, они не понимают, что они тем самым создают реальную опасность для тех людей, кого они верифицируют. Но, тем не менее, на данный момент уже там под 20 легионеров с себя эти балаклавы сняли, друг друга показывают, и там видно, что там есть разные, и молодые, и постарше. Есть в том числе там парень, который когда-то был лицом штаба Навального в Москве, например, вот, апостол. Есть Цезарь, который происходит как раз из правой среды российской, был когда-то соратником полковника Квачкова, устраивавшего покушение на Чубайса. Но дальше они разошлись там из-за украинского как раз вопроса, но тем не менее он фигура, которая давно в движении. Есть люди, которые жили в Украине, но большая часть людей, которые, конечно, в Украину приехали, кто нелегально перешел линию фронта, а кто там легально разными перекладными добирался через Европу. Ну вот я просто слышал из известных, ну мне хотя бы имен, это бывший банкир, я забыл его фамилию, я прошу прощения, который из Газпромбанка воюет. Илья, да, ты имеешь в виду Игоря Волобуева, но тут да, но Игорь не в составе Легиона, он присоединялся к Легиону на непродолжительное время в начале, но дело все в том, что Игорь как раз себя, он приехал из России, и он героически сражается, он был несколько месяцев назад тяжело ранен, лечился, он все время на фронте, но при этом он сам себя идентифицирует как украинца, у него что-то связь подвисла у нас. Что-то странное. Илья Подмарев сидит в студии вроде бы своего канала, а сейчас перенаберем. Что-то у них там со связью не очень. Це не ми винні. Бачите, яка ситуація цікава, як все розділилося. Я запитав про Волобуєва точно, я згадав, що він дійсно він українського походження, тому він воює там в лавах ЗСУ, а не в Легіоні, власне. А про Легіон зараз ще допитаємо. Там була ще людина, про яку я хотів запитати, яка навіть сиділа у в'язниці за протести там, у Росії. Потім, я розказую про Ільдара Дадіна, потім він жив, здається, у Польщі, втік з Росії, а зараз, наскільки я бачу, він у складі у складі Легіона, ну або десь там поруч, я хотів це уточнити. Ну, мета єдина, це не міф, це реальні люди. І заплющувати очі на те, що є люди, які, незважаючи на російський паспорт, воюють за Україну,
Ну, це не бачити цього можна лише спеціально. Так, цих людей наразі не так багато, як, напевно, мало бути, але їхня наявність, вона дає приклад іншим замислитися про те, як вони, що вони мають і як вони можуть або воювати, або допомагати Збройним силам. Ось повернувся до нас Ілля Пономарьов. Илья, Да, я прошу прощения, что-то у нас в студии пропал интернет, и поэтому переключился на мобильную связь. Ну, если будет не хватать, мы вам отсыпем немножко интернета. Вот, да. Хорошо. Я про Ильдара Дадина хочу спросить. Это действительно, да, новость о том, что он в регионе, это правда? Нет, тоже не совсем правда. Значит, Ильдар очень мужественный парень. Он действительно, как только смог выбраться из России, сразу подал заявку на вступление в легион. К сожалению, легион там по своим причинам его не смог принять. Он пошел сначала в РДК, но тоже там, соответственно, они не договорились, и он сейчас воюет в составе сибирского батальона. То есть это еще одно третье подразделение, которое существует. Оно совсем маленькое, но там есть группа левых, антиавторитарных, которые там тоже с первых дней войны на фронте. Есть вот группа там из Якутии, почему он, собственно, называется сибирский батальон. И в последнее время все в составе сибирского же батальона еще сформировано подразделение ингерманландцев. Да? То есть это, вот, соответственно, людей из Питера. Вот Ильдар там. Ясно. Но все равно нам-то большой разницы нет. Главное, что это подразделение, где действительно граждане России, желающие и воевать, воюют. И что это не миф никакой. И не видеть это, как я уже сказал, когда тебя не было, можно только специально. Да? Вот я хочу... Специально люди и не видят, это совершенно верно. То есть тут, на эту тему есть очень много разных дебатов, и какая там реальная численность. Тут же еще вопрос в том, что украинское командование, оно строго запрещает говорить, какая численность подразделений, по военным причинам. Поэтому мы оперируем сейчас только с штатным расписанием. Вот в легионе там 4 официально батальона сформированы по штатному расписанию, и по одному подразделению в РДК и в сибирском батальоне. Но дальше там численность, конечно, различается довольно серьезно. Но тут важно не численность, да, тут важно, какие боевые задачи в состоянии решать эти подразделения, какая у них специализация. Я помню, как Геннадий Гудков в одном эфире со мной сказал, что он может собрать 30 тысяч бойцов с русскими паспортами за Украину. Где они? Не знаю, надо спросить у Геннадия Владимировича. Да? То есть, на самом деле заявок приходит довольно много. То есть тот же самый легион обрабатывает в месяц около 1000 заявок на вступление. Но попадает в состав легиона, проходит отбор только несколько десятков. И причин на то очень много. Во-первых, сначала люди там сгоряча пишут, а потом понимают, что они не понимают, как они выйдут из России. Во-вторых, они не понимают, что будет с их родственниками. Они говорят: а вы можете нам дать там гарантию, что если с нами что-то случится, вы эвакуируете родственников. А потом, когда все-таки договариваются, они понимают, что родственников могут взять в заложники. То есть опять начинается вопрос о том, а как их оттуда вывести. Потом начинается еще четвертый вопрос с деньгами, что, вот, допустим, человек выехал с территории России, ему надо пройти все проверки. Пока идут проверки, это достаточно долгая процедура, объективно. Ему надо где-то жить, что-то кушать, там тренироваться и так далее. А Украина, естественно, готова брать на довольствие человека после того, как он зачислен в штатное расписание, все эти проверки прошел и попал на территорию страны. Возникает, соответственно, вот такой несколькомесячный зазор, на который надо где-то просуществовать. И все это деньги, это проблемы, это безопасность. Если бы наша уважаемая российская оппозиция не ставила бы палки в колеса, а собирала бы деньги вот именно на этот вот этап, то есть на этап формирования подразделения, то, конечно, нам было бы гораздо проще. Но, к сожалению, пока приходится там решать эти вопросы разными правдами и неправдами, и это очень сильно ограничивает рост
этих самых подразделений. Все теоретизировать любят, а вот чтобы практически что-то сделать, это же страшно, поддержать вооруженную историю. Тут же Геннадий Владимирович, который вроде как профильный на эту тему, ну и друг он мой хороший, да, и так далее. Ну, каждый раз скажет, что до практики это же, ну, типа риски, а если кто-то потом приедет с новичком? Вот оно что, да. Слушай, насчет финансов, я понимаю, о чем ты говоришь. Допустим, можно было бы в Польше или в другой какой-то стране сделать лагерь подготовки, да, где собирать людей, там, экипировать их там, и так далее. На это все нужны деньги, да. Вот. Ты, я помню, много раз призывал людей с русским происхождением, с российским происхождением, живущих, по крайней мере, за пределами рейха, донатить. Сдвинулось что-то с мертвой точки или по-прежнему все хотят инвестировать в конференции и никто не хочет инвестировать в войну? Вооруженное сопротивление очень мало людей, которые хотят инвестировать. Существуют люди, которые собирают деньги и помогают. И здесь вот я хочу отметить очень хорошая команда, например, в Америке существует. Там есть сеть, которая собирает средства и помогает вот этим самым боевым подразделениям. Я считаю, что действительно важно то, что вот форум «Свободной России» сделал призыв, что надо помогать именно российским подразделениям на фронте. Потому что тут же еще у нас есть дискуссия, это и так немногочисленная группа россиян, которые готовы скидываться на вооруженную историю, они тяготеют к тому, чтобы помогать ВСУ. Потому что это более очевидно, потому что вот, ну, все вот эти либеральные медиа говорят, что вот этих русских подразделений не существует, но люди же там свои кровные последние отдают только тогда, когда ситуация кристально понятна. И я все время всем говорю о том, что, ребят, ну это правильно, это уже хорошо, что вы дозрели до того, чтобы, значит, поддержать вооруженную борьбу, но в ВСУ помогают много людей, и ваши пожертвования – это и капля в море, и, кроме того, чисто психологически украинцы на самом деле не готовы признавать, что какие-то россияне помогают, ну, по чисто эмоциональным причинам. Но они зато все время спрашивают, а почему вы своим не помогаете? Почему мы за вас воюем? То есть это получается, что россияне скидываются на украинцев, которые потом погибают, в том числе за свободу России. И поэтому, конечно, морально гораздо более правильно, если россияне будут помогать именно российским подразделениям на фронте. И вот это следующий такой психологический сдвиг, который надо пройти, но вот он сейчас начинается, он явно происходит, но медленно приходится людей убеждать. Ну, я знаю, что, конечно, есть много и более мелких олигархов, да, ну вот Ходорковский, конкретный пример. Но я думаю, что там у него в мозгу что-то уже проветрилось на тему, что он пойдет на Кавказ воевать. Все-таки я его звал какое-то время завоеватель Кавказа. Вот, но вроде как это совсем уже как бы, ну, дурная идея, да, и про нее он ее не повторяет уже. Но вот он бы мог в одиночку решить этот вопрос. Просто один Михаил Ходорковский. Я хочу задать про него вопрос, про Фридмана, допустим, ну и про того, боже, кого ты знаешь, я не знаю, да. Вот Фридман сделал свой выбор. Он решил сбежать из Лондона, там ему плохо, некомфортно, страшно, там неизвестно, что дальше. В Израиль там начали бомбить, он убежал опять в Москву, где против него уголовное дело хочет Рогозин завести, там расследование, не помогает ли он Сбройным силам Украины и так далее. Вот. Но Ходорковский-то вообще живет в Лондоне и никуда ехать не собирается. И вроде бы его ничего с Россией не связывает. Ничем им там угрожать как бы ему не могут. Да? Вот. Почему этот человек не хочет сделать такую элементарную вещь, профинансировать? Вот пусть сам посмотрит, кого он финансирует, на что идут деньги. У него с бухгалтерией всегда порядок, там мимо копейка не пробежит. Да? В чем проблема таких людей, как Ходорковский, как Фридман, или, может быть, других? Ну, у всех проблема разная, да, и у всех разный на эту тему подход. Главная проблема Ходорковского в том, что он до сих пор мыслит как бизнесмен, а не как политик. Он мыслит в контексте инвестиций.
И вот, ну, сколько я его знаю, он никогда не вкладывался в стартапы. Он всегда хотел вкладываться в большое устойчиво работающее предприятие. Причем ему не нужен даже контрольный пакет в нем, да, там, пусть миноритарный, но зато большого работающего предприятия. Поэтому если бы, значит, там в Легионе было бы уже там 5000 человек, он бы, безусловно, его профинансировал. А финансировать, чтобы его вырастить, а плодами этого потом могут воспользоваться другие люди, это вот совершенно не его подход. Он по-другому мыслит. И именно поэтому для него сказать о том, что он готов поддержать Пригожина, вот у которого есть верифицированные там 20 тысяч человек, для него это нормально. То есть, потому что вот давайте перекупим вот эту устойчиво работающую частную военную компанию. Просто перекупим на свою сторону. Вот. Или еще какое-нибудь купим уже действующее, существующее российское военное подразделение. Ну, в тот момент, когда это будет возможно и необходимо. А вот вырастить, соответственно, с нуля, это, значит, проблема. Есть другие там российские предприниматели, которые вкладывают деньги в политические проекты, но они, будучи предпринимателями, там деньги любят тишину, вот никакого насилия, никакого кровопролития. А если мы вложим, а потом нас там на Западе объявят, что мы там спонсируем террористические группы, значит, нам закроют счета последние, которые еще до сих пор не закрыли. Поэтому лучше мы дадим денег там Дождю или Медузе, вот, ну, мы медиа финансируем, да, там, значит, за это точно нас не накажут. Вроде как тоже полезное дело сделали, да, но не накажут. Некоторые самые продвинутые из них, как, например, Чичваркин, говорит, мы там сделаем там гуманитарные вещи, вот там поможем там медицине, например, в Украине. Чего он боится-то? Печки поставим. Илья, чего он боится, Чичваркин? Я вообще не понимаю. Боится того, что он будет финансировать военные подразделения. То есть британское правительство, британский налогоплательщик может финансировать украинские подразделения и правительство, а британский, наверное, уже гражданин или постоянный житель Британии Чичваркин не может. Ну, хорошо, хоть не пишет на себе, что он иностранный агент. Да. Русский человек всегда найдет, почему побояться. Да? То есть они этого боятся, да, к сожалению. И надо уговаривать, еще раз скажу, что это просто разный уровень сопротивления. Одно дело, когда человек в принципе не готов находиться на стороне добра. Другое дело, когда человек в принципе находится на стороне добра, но сыт. Это все-таки разные, значит, градации. Я считаю, что тут надо солидарно. Нужно, чтобы Украина им говорила, и западные правительства нужно, чтобы они говорили. Там же западные бюрократы что же находятся в том же процессе дефекации, да, то есть каждый раз, когда они слышат слово Путин. И они что же не стремятся свои деньги направить на какое-то российское сопротивление. Они что же говорят, вот мы поддерживаем Украину, потому что важно, чтобы Украина не проиграла. Но мы не готовы играть в игру по смену власти в России. И я, например, встречал американских представителей власти, которые мне говорили, вот господин Пономарев, вот у нас с вами проблема в России. Я говорю, вам не нравятся партизанские действия? Они говорят, да дело не в партизанских действиях. Даже если бы вы с шариками там ходили, нам бы тоже это не нравилось. Вот вы бы по форумам ездили, это нормально. А вот внутри России, чтобы что-то делать, это плохо, потому что если мы вас поддерживаем, мы тем самым, получается, поддерживаем революцию в России, а нам за это ядерная бомба может прилететь. И поэтому, когда мы поддерживаем Навального, мы поддерживаем медиа, мы поддерживаем там расследования. Мы не поддерживаем действия в России, потому что он не способен к действиям в России. И нам безопасно, нам в этой ситуации комфортно. Но ты сам упомянул Навального. Вопрос, недавно отмечали 1000 дней его тюрьмы публицистической, где он пишет тексты каждые 2 дня метровой длины из заточения, из полной изоляции. Да, и это очень тяжело, наверное, передавать все. Вот. Но есть там голуби, наверное, какие-то почтовые или что-то еще. Вот. Но вопрос простой, на который мне никто не может ответить. Зачем он в тюрьму-то сел? Это надо спросить у Леши. Я думаю, что у него был просто, во-первых, другой расчет совершенно. То есть, никто же не ожидал этой войны. И, например, я честно скажу, что
до февраля 2022 года у меня лично были совершенно другие планы на жизнь. Я считал, что Путин там еще на 10 лет, что он обеспечился этими поправками переизбрания, ну, пока что называется, по медицинским причинам не сдохнет, что он будет там сидеть. Я занимался в Украине бизнесом, то есть вел сопротивление тем самым другим образом, потому что я считал важно, чтобы Украина успешно развивалась, была примером успешного развития, не зависела энергетически от России. И я считал, что вот это вот там вклад в победу. Точно так же Навальный, по-видимому, считал, что эта история надолго. И вот, значит, там путь Нельсона Манделы, что вот когда-то он помрет сам по себе, ну и тогда вот он будет первым в очереди на это самое престолонаследие. И он, как человек мужественный, целенаправленный, устремленный на власть, он был готов потерпеть, да, то есть в этом плане. Но история пошла другим путем, и получается, что он себя убрал из активной борьбы. И теперь Навальный не является фактором смены власти в стране. Видно даже в оппозиционной среде, как его влияние падает. Он будет играть очень важную роль, я считаю, в российской политике, но уже после того, как смена власти произойдет. Сейчас бессмысленно заниматься поддержкой структур Навального. Нужно работать с теми, кто создает образ будущего в России, кто создает те самые свободные выборы, в которых когда-нибудь сможет принять участие Навальный. Но освободить его из тюрьмы сможет только Легион Свободы России. И ни Ходорковский, ни Белые шарики, ни Максим Кац с выборами, ни что-либо другое, а только автомат, который держит в руках легионер. Я упомянул Фридмана. Почему? Потому что, во-первых, он родился в Украине, да, он много раз намекал и словами какими-то, и действиями, что он не против бы, там, он в Украину и в бизнес вкладывал, и в какие-то такие, ну, не буду все перечислять, проекты типа гуманитарные, вот, культурные, прилетал в Украину после 2014 года, но сам вообще-то жил в Лондоне, и типа делал вид, что он хочет оторваться от Путина, что его не называли путинским олигархом, он при этих словах, у него начинается там трясучка, он говорит, это не я не путинский олигарх, я и до того был, и вообще я никак не причастен к Путину и так далее. Значит, вместо того, чтобы открыто поддержать Украину и таким образом, наверное, избежать и санкций и так далее, Михаил Фридман уперся опять, как тот алкоголик у дверей Бобика, и бегал от украинских журналистов, не отвечал на вопрос, кто такой Путин, в итоге оказался в Москве, где, повторю опять, его призывают проверять, помогал ли он в ЗСУ. Да не проверяйте, не помогал он в ЗСУ, посмотрите на его лицо. Да, хотя проверяйте, я не против. Вот. Но что за тип людей? Очень много денег, очень много всего, несмотря на санкции. Есть возможность даже стать гражданином Украины по рождению, да? То есть как бы все есть, чтобы встать на сторону добра. Нет, он под юбку к Путину опять нырнул, неизвестно там, что из-под этой юбки выйдет. Вот. И вообще как бы такой же, кстати, Виксельберг, такие там еще, и, по-моему, Герман Хан тоже, там много людей украинского происхождения, да? Ну, казалось бы, имеешь шанс выбрать сторону добра, имеешь бабло, имеешь все. Чего им не хватает, чего им не хватает, что они как рабы-то прыгают, это самое, ему просто говорят, ну, под хвост-то. Что это за... Вот. Айдар, вот тебе эксклюзив. Я никому этого никогда не говорил. Я вел переговоры с Михаилом Фридманом о переходе его на сторону добра после того, как началась эта самая война. По просьбе, соответственно, украинской стороны. Я с ним встречался в Лондоне. И проблема в том, что Фридман, опять-таки, подходит тоже как бизнесмен. Не как гражданин, не как там, честный человек, да, то есть которым он не является. Он подходил сугубо как бизнесмен. Он говорил, сколько вам надо денег, чтобы меня там сняли с санкций? И где гарантии, что если я дам эти денег, что меня снимут с санкций? Вот сколько надо? Миллиард? Дам миллиард. 2? Дам 2. Надо 3? 3. Назовите цену. То есть для него вопрос не стоял, где он должен быть по совести. Да, конечно, он говорил, я вот там
украинец по происхождению, у меня отец работал на заводе, который разбомбила российская армия, и он мне говорит, там, почему ты там, а не здесь. Поэтому говорит, я готов, ну дайте гарантии. А я ему говорю, ну, Михаил Маратович, ну мы же на войне находимся. Какие гарантии? Гарантии можно там с гарантией получить автомат в руки, да? С гарантией можно быть, что тебя сторона примет как бойца, да, там, как агента, не обязательно непосредственно на фронт, можно по-другому вести сопротивление, если, то есть, ты искренний в том, что ты готов передать деньги в Украину на ее восстановление, на вооружение, там, и так далее, ну, так вперед. Но если ты хочешь, чтобы тебе кто-то, значит, вот сделку сделал, вот тебе там печать и подпись, да, то есть ты нам даешь деньги, а мы тебя снимаем с санкций. Но извини, пожалуйста, это не сюда. Это ты, значит, просто не понимаешь того, что происходит на данный момент в Украине, не понимаешь того, что происходит война. Ну, вот, соответственно, тот результат, который сейчас есть. Но я всем, конечно, считаю, что за него надо было побороться посильнее, да, то есть чтобы он вернулся в Украину. Я все равно считаю, что эти деньги, которые были когда-то украдены в России, если бы они пришли в экономику Украины, это было бы очень полезно для сопротивления и для результатов. Ну что, его сейчас будут раздевать в России, он же теперь там заложник. Да. А он-то... И все. Да, а он же своими метаниями, то есть он заносил деньги в российским оппозиционерам, то есть, да, там, я-то ему с ним говорил как, значит, государственный тем самым представитель, да, и то есть никто никакую стружку не хотел снять, а с него же там поснимали денег и юристы, и, значит, наши общественные деятели, и журналисты, и он же всем раздавал. Это которые его пытались и... отмазать от санкций, я правильно понимаю? Ну да, конечно, да, то есть вот там, что типа он друг Немцова, там, значит, и все прочее, да. То есть он же вот привык решать деньги вот такими взятками, подачками, заносами, вот. Ну, как бы вот результат то, что его там сейчас будут распиливать на части внутри России. Я не думаю, что его там кто-то посадит, как там, значит, Рогозин. Это, я думаю, что спланированный наезд, там, как кнут и пряник, чтобы с него побольше денег стрясти. Ну, просто Кремлю невыгодно его сажать, ему как раз выгодно показывать другим бизнесменам, что тоже возвращайтесь. Но это все очень в короткую. Сейчас будут возбуждаться уголовные дела международным трибуналом на тех бизнесменов, которые владеют активами, в которых производится оружие для этой войны. Да? Они тем самым являются соучастниками военных преступлений. Это еще хуже санкций, между прочим. Да? Это там можно и на пожизненное заключение, и гораздо больше стран, которые признают это, чем санкции. Поэтому кольцо-то сжимается. Поэтому те, кто перейдут на сторону добра раньше, им это дешевле в итоге встанет. Но для этого надо обладать минимальными мужскими первичными признаками и более стратегическим мышлением, чем то, что нам демонстрировал Михаил Маратович Фридман. Ну, тут остается один только вопрос, почему, если ты такой богатый, почему ты такой тупой? Но это вопрос, конечно, абсолютно риторический. Вот да такие, нет, не тупой, а трусливый. Это же вот естественный отбор, который проходил в России все эти годы, все эти 30 лет так называемых реформ, да, то есть чтобы успеха добиваются те люди, которые готовы дать взятку, и те люди, которые готовы прогнуться перед властью, но не те люди, которые готовы отстаивать свои принципы. Те люди, у которых были какие-то принципы, они этот отбор проиграли. И даже лучшие из них, вот мы упоминали там других людей, которые находятся в Лондоне, да, но вот взять риск, сыграть в политическую игру, нет, там такие не выживают. Ну, это, знаешь, это еще раз подчеркивает, что это все люди, не бизнесмены, потому что тип мышления даже не бизнесмена, а какого-то барыги, скупщика краденого, я не знаю. То есть, ну, бизнесмен, он думает хотя бы на шаг вперед. И если бы вы меня спросили про судьбу Фридмана вот до вторжения, я бы четко ее вот нарисовал. Два варианта. На стороне добра, и у тебя есть какой-то шанс, не гарантии. Тут индульгенции не продаются, как в этом мире, да, и Украина не дает, но шанс был, да.
И он пошел, он сделал все ровно так наоборот, ну, как бы сделал человек порядочный, да, ну и, соответственно, мне его совершенно не жалко. Вот пусть там будет обсосом у Путина, пусть Путин его обсосет, как леденец. Вот. И в итоге ни денег не будет, ни чести не будет, ни памяти доброй не будет ни от кого, кроме, может, там, самым близким. Вот такой Так бизнес-проект. потом еще, Да. потом еще и посадят на Да, потом старости еще и лет. посадят. Да. Гага ждет. Да. Прекрасный бизнес-план. Это просто нужно, вот этот кусок нашей программы нужно просто вывешивать как урок для умственно отсталых олигархов. Но им это на пользу не пойдет, конечно. Они все равно не поймут, нет. Но бог с ними. Ты Это понимаешь, просто... на самом деле есть предприниматели, а есть бизнесмены. Вот для меня в моей жизни между этим есть разница. Да? Есть люди, которые с нуля выстроили свой бизнес, создавая что-то новое, а есть люди, которые там распилили старое советское наследие. Вот это совершенно четко видно. Вот там Чичваркин, сложные у меня с ним отношения, да, но он предприниматель, он свой бизнес выстроил с самого нуля, и поэтому он занимается политической деятельностью, да, или там Сергей Петров в Австрии, или Борис Зимин и так далее. Это все люди вот предпринимательского склада. А есть бизнесмены, вот Фридман, вот Ходорковский, вот Виксельберг, вот там Мельниченко, то есть вот, боже, там какое интервью у него было, это же вообще было читать просто даже как-то неудобно за интеллектуальный уровень этого человека. Да, это вот совсем другое. Ну, скупщики краденого, это не бизнесмены, конечно. Ну, вот, Да, да. Хотел поговорить с тобой о связи того, что произошло в Израиле, террористического набега и последствий его с Россией. Ты писал об этом. Расскажи свою позицию для наших зрителей. Ну, смотри, я очень давно наблюдал, как происходило сближение между российским руководством и вот этими радикальными исламскими течениями, так их аккуратно назовем, да, то есть Хезболлой и Хамасом. И Хезболла даже выступила посредником в налаживании отношений между Кремлем и Ираном. Там не через Иран связка с Хезболлой, а через Хезболлу с Ираном изначально возникала. Потом это привело уже к стратегическому союзу здесь. И, конечно, именно эта связка сыграла сейчас в этой войне, которая началась в Израиле. У них самих сложные отношения между Хезболлой и Хамасом. Хамас сунниты радикальные, а, соответственно, Хезболла это радикальные шииты. Но, тем не менее, вот в ненависти к Израилю они тут, значит, абсолютно сходятся, а Кремль, конечно, впрямую заинтересован в том, чтобы отвести внимание от Украины, переключить на какой-то другой, соответственно, объект, ну, а еще по ходу там обвинить Украину в том поставках оружия в Хамасу, ну, это, конечно, чистой воды наброс говна на вентилятор, то есть очень смешной, но ну, просто пропаганде все сгодится, да, то есть кто-то поверит, значит, будет вот это вот повторять, особенно в Америке, там, в предвыборной кампании, там, наверняка кому-то будет интересно это повторить, как раз из числа трампистов, потому что трамписты очень произраильские, вот, и как бы для них это не важно, то есть это правда, это неправда, но вот в полемике этот аргумент тоже, соответственно, сгодится. Но это только лишний раз подчеркивает тот тезис, который я не устаю повторять, да, что не победа Украины, как считают российские оппозиционеры, ведет к смене власти в России, а смена власти в России ведет к установлению мира во всем мире, причем не только в Украине. Первопричина, она находится в Кремле. Украина лишь следствие. И это лишь один из театров военных действий, самый кровавый, самый тяжелый, самый заметный, но один из. Кремль ведет войну по всему миру. И в Северной Корее, и на Ближнем Востоке, и в Украине, и в Африке, кстати, и в Латинской Америке, и много где еще. Поэтому надо заниматься первопричиной. Первопричина сидит в Кремле. Пока Путин живой, пока этот, как ты справедливо говоришь, рейх существует, эти войны будут продолжаться. И это главный урок, я считаю, из израильской кампании.
Скажи, пожалуйста, а где может быть следующее? То есть я вижу, какой путь избрал Путин, да? Это активизация войн, любых конфликтов в любых точках, где возможно, рассеивание внимания мира, введение в заблуждение, чтобы у людей голова закружилась от того, что где происходит, внесение раскола там между Украиной, Израилем, Штатами, там, Европой и так далее. Но еще у него есть такая стратегическая манера устраивать теракты, инспирировать теракты на Западе. Была такая волна уже и не раз, да. Вот, плюс есть вариант там дестабилизировать страны Балтии, например. Я с удивлением, кстати, обнаружил, я выложил тот ролик одноминутный в Ютубе с тем, что странам Балтии нужно строить серьезную границу. Вот, Литве, Латвии, Эстонии. Набежало 300 троллей, которые написали, что я дебил, что Россия никогда не нападет ни на одну страну на Балтии, что это все, и такое нападение всегда свидетельствует о том, что они это имеют в виду. То есть это не просто так, они пришли минутный ролик комментировать, да, что не-не-не, ничего не надо готовиться, это все Мождабаев выдумал и так далее. А скажи мне, а у тебя есть какие-то версии, что дальше будет делать Путин по дестабилизации мира? Насчет Балтии я не думаю, я знаю, что угроза реальна. В 2018 году готовилась операция силами спецназа ГРУ в Литве на железной дороге. Потом эти планы были отставлены, там был ковид, потом, естественно, была Беларусь, что тоже важно повлияло на эту историю, потом, естественно, началась война с Украиной, но Вагнеров, они четко готовили на эту историю. Там окончательного решения, там, нажимать кнопку или нет, не было принято, но они к этому готовились. И это одна из причин, почему я лично сомневаюсь, что это был Путин, который отдал приказ о ликвидации Пригожина. Потому что для него была задача в странах Балтии. Сейчас эта опасность снизилась за счет того, что Вагнеров нет, но идея эта никуда не делась. Да? Она очевидным образом вернется на повестку дня через какое-то время, когда возникнет для этого подходящий момент и, соответственно, подходящий инструмент. Но говоря глобально, я, конечно, считаю, что не надо недооценивать, еще раз скажу, другие театры военных действий. Вот как-то в Украине не так много людей обсуждало происходящее в Африке. Вся история в Сахеле, конечно, она впрямую связана как раз, опять-таки, с теми же самыми Вагнерами и с участием ГРУ в этой всей теме. Не стоит забывать про возможности, которые у Путина есть в Латинской Америке. Эти возможности никуда не делись. Когда будет благоприятный момент, они могут быть задействованы. И там есть несколько плацдармов для этого. Никарагуа, Венесуэла. И там с другими странами они могут играть в определенные игры. Там кубинский фактор не исчерпан совершенно. Там кубинцы присутствуют на фронте российско-украинском с российской стороны. Не очень большое количество, но они там есть. Я поддерживаю хорошие контакты с кубинской оппозицией. Там они мне передавали на эту тему факты. По Дальнему Востоку, по Корее, там с Южной Кореей совсем побиты горшки, с Японией совсем побиты горшки. Значит, устроить там провокацию силами северных корейцев вполне возможно. Но плюс Азербайджан, Армения, например. Тут, на мой взгляд, ситуация скорее обратная. Мне кажется, что тут скорее происходило отступление России, а не наступление. Там друг Эрдоган попросил, чтобы Россия не вмешивалась, а у лично Путина зуб на Пашиняна. И он, соответственно, Армению тем самым сдал в расчете на то, что сможет с Эрдоганом решить другие вопросы, которые как раз касаются Украины. Но я думаю, что это абсолютно напрасные надежды, потому что у Эрдогана много других предохранителей, которые не дадут ему возможность слишком сильно сблизиться с Москвой. Так, экономика какая-то, там контрабанда, там какие-то транзитные вопросы, но сильного военно-политического сближения
там ожидать не стоит. Поэтому, скорее, это просто стратегическое отступление России из этой зоны. Нет, я просто думаю, что вот если действительно вдруг начнется война за коридор в Нахичевань, например, да, то Путина это тоже вполне устроит. Он не будет вмешиваться в эту ситуацию. Я думаю, что он будет держать нейтралитет. Он сейчас заинтересован в том, чтобы макнуть Пашиняна как можно глубже, чтобы его свергли, и потом новое армянское руководство приползло бы на коленях и говорить: отец родной, спасай. Но у него уже сил, на самом деле, на эту тему нет. Поэтому он, мне кажется, сдает тем самым Турции карту, которую для него уже проиграна, но пытаясь за нее, соответственно, что-то получить. Но еще раз скажу, что Эрдоган совершенно здесь не наивный мальчик, и он хорошо понимает цену этого. Еще одну тему хотел обсудить с тобой. Вот этих людей, ты одного из них назвал, Каца, но в Украине его не особенно знают, но кто такой Кац? Что это за политическая фигура, что весь Твиттер, ну он сильно там кацапизирован, как я говорю, да, там много очень россиян заседает, да, вот, типа хороших и разных там всяких, да, значит, это какая-то политическая фигура, а что он сделал? Ну, я не могу вспомнить ничего, кроме болтовни, причем болтовни абсолютно сумасшедшей. Ну, участие в выборах, там, мы победим там в районе Мневники, Кукуева, Заднее Пердяева там и так далее, да. Но он, тем не менее, он свободно ездит в Лондон и обратно, в Москву, путешествует по всему миру, ничего не закрыто. Оппозиционер, и тут на тебе, ну только не сопровождаешь, только с путинским самолетом его не возят, а так все остальное есть, да. Тот там Фигаро здесь, Фигаро там. Плюс два еще персонажа, это может быть тебе будет новость, а может быть не новость. Я у себя на канале пару дней назад это рассказал, что Венедиктов и Муратов. Венедиктов — это, кто не знает, «Эхо Москвы» бывшее, а теперь они как-то по-другому называются. Значит, и Муратов, Нобелевский лауреат, «Новая газета», редактор, который тоже челночит, они просто, если их перемещение сейчас нарисовать на земном шарике, там живого места не останется, просто по кругу, да, вот они летают в Вашингтон, Берлин, там, Вильнюс, там, Прага, Варшава, там тоже такие Фигаро здесь, Фигаро там. Так вот эти два персонажа, это у меня абсолютно точная информация, на 100% точная. Встречаются постоянно, время от времени, по желанию Путина с ним. И когда Путина объявили в розыск международный за кражу детей, фюрера это сильно возмутило. Он счел это несправедливым. Типа, я же их спасал, типа, из зоны боевых действий, а не воровал, да. Но у него своя логика, это мы не будем это сейчас обсуждать, да. И он вызвал этих двух молодцов к себе и сказал: а что это на меня тут за наезд? Значит, что делать будем? И он дал им задание этот вопрос решать. Каким образом? Каких-то детей, которые там никому не нужны, там, найти, отдать. И есть информация, что 5-10 человек отдали, там, 20 человек, сколько-то еще, да? И плюс, как бы, ну, таким образом, когда-то он мечтает, наверное, снять с себя эти обвинения, которые он считает для себя, наверное, позорно унизительными. Ну да, это понятно, да. Но самое главное в этой всей истории, мне это не удивительно, что они там на коротком поводке и по первому щелчку пальцев бегут к нему, значит, на прием. Эти люди, которые позиционируют себя на Западе как демократы, либералы, оппозиционеры, независимые журналисты, скрывают свои встречи с Путиным. И никто у них об этом не спрашивает. Кто-то способен вообще рассказать Западу про роль этих друзей, двух путинских, и что они не те, кого из себя, значит, строят, да? И кто-нибудь способен у них спросить: а каким образом вы обслуживаете интересы российского диктатора, с которым вы якобы боретесь, если вы с ним встречаетесь и не делитесь результатами этих встреч? О чем вы говорите с ним? Вы там кидаетесь на него с криком «Останови войну», или, может, просто вы слушаете, в блокнот записываете, что он вам говорит, да? Вот что это за такие персонажи, и как ты к этому всему относишься? Ну, да, смотри, давай разберем две разных темы. Значит, и те, кого ты говоришь, они не политики. Кац – это профессиональный игрок в покер, который сделал на этом, соответственно, свои деньги. И он даже сам себя позиционирует как политтехнолога оппозиции. Соответственно, для него технология заслоняет содержание всегда. И поэтому вот он всегда человек, который настроен на решение какого-то мелкотемья, да, какой-то вот конкретной задачи. Там, почему бы вот там не провести выборы? Окей, давайте. А зачем?
Неважно зачем, давайте проведем выборы. То есть движуха же будет. Ну и отлично. Тем самым он постоянно людям дает какую-то ложную надежду относительно возможных результатов. Процесс получается, результатов нет. Но процесс был. Все в этом вовлечены, всем было не скучно. И вот, значит, на этом, значит, возникло какое-то общественное медийное внимание. Поскольку КАЦ активно борется с группой Навального, причем борются не политически на самом деле, они абсолютно одинаковые по своей сути, а борются они по сугубо личностной причине. Да? Когда-то Леонид Волков значит, харасил девушку в избирательном штабе, которая работала заместителем КАЦа, которая потом стала женой Максима. Очень хорошая девушка, кстати, то есть очень толковая. Вот. И, соответственно, на этом они поссорились. Вот. И, то есть это чисто личный такой конфликт, который у них там продолжается уже там, лет 10. Да, с 2013 года, правильно, когда был выбор мэра Москвы. Ну, как бы и все. Вот они друг друга мочат. Соответственно, естественно, есть политические игроки, которым это выгодно. Кто-то поддерживает в этом конфликте Навального, кто-то в этом конфликте поддерживает Каца. Ну, как бы к политике это не имеет никакого отношения. И та линия, которую, соответственно, сейчас занимает Кац относительно президентских выборов, ну, понятно, что она дает кому-то там какие-то надежды о том, что вот какая-то движуха, вот можно не с винтовкой на фронте, а каким-то ненасильственным я думаю, образом что, типа, сделать что кому-то, полезное. Илья, что кому-то это дает деньги, потому что я не знаю ни одного политтехнолога, который занимался бы выборами Конечно. бесплатно. Да. Ну, конечно, Кацу это впрямую дает деньги. Вот, во-первых, он там зарабатывает на чисто медийной составляющей, которая есть. Во-вторых, люди в это донейтят. Но он на этом зарабатывает. А в-третьих, не стоит забывать, что это крайне выгодная вещь для администрации президента Российской Федерации. Да. Потому что то, что произойдет на выходе, там, они дадут какого-то там ложного кандидата. Не, ну это как было Собчак. Это было Собчак. Когда Белковский пошел главой штаба, они распилили там деньги, в итоге всем было хорошо, кроме как бы правды, да? Ну, так. Ну, да, совершенно верно. То есть, ну, нужно легитимировать эти самые выборы. Вроде как вся вот эта вот боязливая часть оппозиции будет вокруг этого кучковаться. Потом они наберут 1%. Вокруг этого кандидата. Но это какой-то, Илья, это вечный... войну, 1% вот за этого самого. Это вечный двигатель. У нас 2 минуты остается. Расскажи про этих двух молодцов. Да. Вот, а про остальных, они журналисты. То есть ты там забыл, надо еще в эту историю упомянуть Синдееву, да, то есть вот просто Синдеева была ориентирована на группу Медведева, а эти двое, соответственно, на Путина. Они как бы на власть не претендуют, но тем не менее, то есть они решают свои профессионально-журналистские задачи, с одной стороны, с другой стороны делают услуги власти. Совершенно искренне, да, то есть там, ну вот там Муратов считает, что там детям действительно надо помогать, а то, что это там вот... Почему они скрывают свои контакты с Путиным? Если они говорят на Западе, выступают и не говорят, что они встречаются с Путиным, значит, они всех обманывают. Да. Они не скрывают. Кто скрывает? Они рассказали об этой тайной встрече? Они об этой тайной встрече кому-то рассказали? Нет. Слушай, ну, еще раз скажу. Одно дело рекламировать, а другое дело скрывать. Да? Ну, они все время говорят о том, что они, как журналисты, стараются общаться со всеми, там, с разными президентами разных стран, и в том числе с Владимиром Путиным. А типа морально-этические вопросы, это типа не к нам, мы журналисты. То есть вот как сложилась ситуация, так и есть. В этом-то проблема, что весь этот российский политикум, он состоит из огромного количества людей, которые говорят, к пуговицам претензий нет, а в то, что в целом пиджачок весь в говне, да, это уже там вопрос не к нам. И никто не в состоянии на себя взять ни моральные вопросы, ни этические вопросы. Далее, политиков нету. То есть до мышей докатилась вся эта самая российская политика. Именно поэтому теперь только силовым путем все смести с этого стола и строить заново. И смести надо в равной степени тех людей, которые сидят в Государственной Думе, и те люди, которые называют себя либеральными журналістами. Всіх одинаково. Я дякую тобі за те, що знайшов час. З нами був Ілля Пономарьов. Це була розмова про важливі речі і багато чого цікавого я для себе почув. Я думаю, що
наших глядачів і так само. Дякую вам за те, що дивитеся АТР. Дивіться АТР далі, допомагайте Збройним силам України, вступайте до лав або допомагайте 48-му окремому штурмовому батальйону імені Намана Челібіджихана. На все добре, до нових зустрічей.